Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем актуальную информацию о текущей эпидобстановке в регионе на 12 ноября. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти, органов местного самоуправления на территории нашей республики. За прошедшие сутки на территории республики, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 214 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск приходится 121 случай. Необходимо обратить внимание, что в основном все случаи, большинство случаев за последние сутки, начиная с понедельника, относятся прежде всего к семейным случаям и к семейным контактам. Вот здесь на это почему хочу обратить внимание, потому что сегодня, безусловно, самыми близкими для нас людьми являются те, кто находится рядом с нами. И, конечно же, наш уровень доверия к ним, он, в общем-то, какие-то определенные, связанные с общением с другими ограничения снимает. Поэтому сегодня возникает ситуация, при которой достаточно большое количество и лиц старшего поколения и, соответственно, лиц с хроническими заболеваниями, особенно по городу Якутску, это в основном семейные контакты. Болеют семьями. И, соответственно, мы в своих учреждениях здравоохранения сегодня это видим, и у нас во многом и лежат у нас в больницах, и лечатся либо целые семьи с детьми, либо же, соответственно, именно семьи, муж, жена, дети. Поэтому еще раз хотим на это обратить ваше внимание. Для остальных улусов республики также характерен незначительный подъем случаев, но если город Якутск, он в основном, в общем-то, для нас сегодня понятен, то ряд улусов у нас постоянно выходят за какие-то рамки или возникают определенного рода небольшие очаги. Так, например, у нас сегодня поднятие заболевания и новых случаев в Анамбарском районе. Это и северный район. Конечно, все находится под контролем, но, тем не менее, ситуацию необходимо урегулировать, чтобы выяснить, что явилось причиной. Также необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Усть-Алданском районе. Усть-Алданский улус уже являлся улусом, в котором нужно было сделать соответствующие выводы после ситуации в одном из интернатов. Ну и, соответственно, я думаю, что необходимо и сейчас Усть-Алданскому районному оперативному штабу более четко поработать по тем случаям, которые у них выявлены. К сожалению, у нас люди и тяжелеют, и умирают, и за последние сутки зарегистрировано 3 летальных случая. Ну и, конечно же, наши медики делают все для того, чтобы как можно больше наших жителей республики выздоравливали. И поэтому, соответственно, количество выздоровевших у нас сегодня в наших больницах, оно превышает, подходит к 70% от всех находящихся в больницах. А так мы до сих пор достаточно большое количество людей лечим на разных стадиях и заболевания, и на разных этапах. За сутки в лабораториях республики проведено 6684 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что в прошлую пятницу на заседании у заместителя председателя правительства, руководителя оперативного штаба по Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой, глава Республики Саха-Якутия озвучил позицию, связанную с тем, чтобы нам ускорить проведение анализов и улучшить доступность качества медицинской помощи в арктической зоне, непосредственно разрешить использование систем ИФА и ЭХА-тестирования для того, чтобы нам избежать транспортную составляющую при перевозке анализов
тогда, когда речь идет о заболеваниях в северных районах республики. Данное предложение было поддержано, и вот как раз на заседании Государственной Думы при отчете Татьяна Алексеевна Голикова обратила внимание депутатов Государственной Думы вчера, а также, как и все, кто слышал ее выступление, что сегодня это выход для арктической зоны Якутии. Я думаю, что если будет положительное решение Роспотребнадзора, такая практика будет применена и по всей Российской Федерации. Спасибо большое. Это был брифинг регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, а мы переходим к другим новостям. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев представил коллегам нового главу Минвостокразвития России. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики возглавил Алексей Чекунов. Ранее Чекунов возглавлял Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Поэтому новый министр хорошо разбирается в том, как работает весь механизм привлечения инвестиций. Знаком с многими проектами, многим из них оказывал поддержку в своем предыдущем качестве, отметил Юрий Трутнев. Полпред добавил, что новый министр хорошо знает принципы работы инвесторов, а также, что необходимо для создания предприятий, рабочих мест и роста экономики в макрорегионе. Предыдущий министр Александр Козлов продолжит работу в составе правительства России. Тем временем на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Москве Якутия представила 120 идей по 7 направлениям. Форум организован Агентством стратегических инициатив и фондом «Росконгресс». Цель мероприятия – совместное проектирование, сбор и широкое обсуждение идей и проектов, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях. Как сообщают организаторы, собрано около 15 тысяч инициатив из регионов страны. В рамках секции «Доверие для развития. Вызов века» обсуждалась роль доверия в обществе как одного из обязательных условий социальной стабильности страны. В работе круглого стола принял участие глава республики Айсан Николаев. Порядка 20% валового продукта на душу населения – это как раз приносит экономика доверия. И сегодня очень важнейшей частью экономики доверия является репутационный капитал. И с этой точки зрения действия региональных властей, на мой взгляд, они какие должны быть? Во-первых, конечно же, открытость. Умение работать в открытом обществе, умение быть транспарентным, скажем так, да, оно очень помогает. И, может быть, это как раз и способствует тому, что определенный репутационный капитал появляется. И я думаю, что вот так и надо всем нам работать. До Нижнеколымского района Якутии планируют довести высокоскоростной интернет. Оптоволокно в районе должно появиться до 2024 года. Об этом рассказал министр инноваций Якутии Анатолий Семенов в прямом эфире в Инстаграм. В планах подключить к интернету колымскую группу улусов вплоть до поселка Черский Нижнеколымского района. Сейчас идет отработка этого вопроса с Ростелекомом, подсчет суммы строительства. Это будет глобальной стройкой через Черский, потом подключат город Билибино Чукотской автономной области, отметил Анатолий Семенов. Также ведомство планирует начать строительство Волс до Верхоянского и Анабарского районов. Об открытии зимников в Якутии говорили сегодня на совещании у первого зампреда правительства Алексея Колодезникова. В настоящее время силами дорожных организаций работы ведутся согласно утвержденному графику. Так, открыты автозимники регионального значения Сибиан на участке сел Батамай и Сиген-Кюэль на движение машин массой до 20 тонн, а также автозимник Арктика на участке поселка Черский и границы Чукотского автономного округа. В последние годы потепление климата формирует серьезную проблему. На реках и озерах медленно нарастает лед. Это приводит к переносу сроков открытия автозимников. Таким образом, основная переправа Якутск-Нижний Бестях откроется примерно в первой декаде января. 2 человека погибли в результате пожара в Якутске. Информация о возгорании частного деревянного двухквартирного дома по улице Билибина поступила в Главное управление МЧС по Якутии. На момент прибытия первого расчета через 8 минут горела 1 квартира. Огнеборцы с места пожара эвакуировали 2 человек. На месте обнаружены тела 2 погибших и 1 пострадавший. Их личности устанавливаются. В результате огнем повреждена квартира и кровля дома на площади 30 квадратных метров. Тушили огонь более 20 человек и 5 единиц техники. Сейчас выясняют причины пожара. Незанятым людям с ограниченными возможностями здоровья будет оказана индивидуальная помощь при трудоустройстве. С заявлением на получение этой услуги необходимо обратиться в Центр занятости населения.
Поданные заявки передают в Якутскую республиканскую организацию общества инвалидов. Далее ведомство из числа своих сотрудников назначает наставника для сопровождения. Люди с ограниченными возможностями здоровья всегда испытывали трудности при поиске работы. Также внесла коррективы и пандемия коронавируса. Наша организация работает непосредственно с Государственным комитетом по занятости населения Республики Саха-Якутия. В этом случае мы заключили тоже соглашение с Госкомзанятости о том, что будем подавать заявку на субсидию по сопровождению инвалидов. Очень хорошо работают у нас в улусных организациях по трудоустройству инвалидов и по открытию своего собственного дела, обучает основам предпринимательской деятельности. Ближайшим летом в Алекминском районе запланированы Сахалонхо. На встрече обсудили участие в празднике Алекминска. Глава города подчеркнула, большая часть мероприятий не теряет актуальности при любом развитии событий. Продолжаются строительные работы у предпринимателей, есть видение по благоустройству и озеленению. Как бы ни сложилось, всем хочется верить, что ситуация стабилизируется, а порядок и красота в городе не будут лишними. Запланировали ряд мероприятий, которые на сегодняшний день подкрепляются финансовым из нашего бюджета. Такие мероприятия, во-первых, у нас ведется строительство, можно так сказать, национальной кухни, комплекса национальных кухонь. Ожидали, чтобы, у нас откроется торгово-развлекательный центр в 2021 году, который строят индивидуальные предприниматели братья Сивцевы. Но пока на сегодняшний день первый этаж только готов. Но посмотрим. В 2021 году мы должны открытие этого центра для детей сделать все-таки. То, что касается обычной рядовой работы типа озеленения, цветники и так далее, все это будет. Житель Покровска залил ледяной каток во дворе своего дома. Иван Соболев – любитель хоккея и приобщает к этому виду спорта своих 4 детей. Из-за пандемии многие спортивные учреждения до сих пор закрыты, а уличный хоккейный корт в Покровске еще не обустроили. Герой нашего сюжета не стал прогибаться под обстоятельства и сделал место для тренировок буквально в 2 шагах от дома. Подробности у Виолетты Засимовой. Друзья, рад вас приветствовать на новом видео. Сегодня речь пойдет о домашнем катке, домашний лед во дворе. О технологии заливки домашнего катка Иван Соболев даже снял пошаговое видео и разместил на своем YouTube-канале. В этом сюжете будут использованы отрывки из этого видео. Итак, Иван Соболев – индивидуальный предприниматель, глава многодетной семьи. У него 4 детей, дочка 11 лет и сыновья 9, 6 и 4 лет. Он также увлекается хоккеем и даже состоит в любительской сборной Хангаласского улуса по этому виду спорта. Впервые ледяной каток у себя во дворе Иван попробовал залить в 2017 году. Тогда у него получилась площадка размером 3 на 3 метра. Нынче, набравшись опыта обустройства катка, он начал с осени. Выровнял и отсыпал площадку под каток, установил деревянные бортики, фонари, защитные сетки и принялся ждать снега. Что, вот пошел снег и начинаем укатку. Укатку основания, потом на нее уже будет заливаться вода. Снег не даст весной растаять раньше времени катку. Вот это белое основание будет его держать. Затем последовали пропитка снега и послойная заливка воды. Так вот процесс заливки происходит. В Якутии. Всего на заливку ушло 3-4 кубометра воды. Площадь катка получилась 200 квадратных метров. Гладкой поверхность катка Иван Соболев делает при помощи специальной машинки и теплой воды. Раз в 2 недели требуется 100-150 литров для заливки трещин, следов от коньков и сколов.
Уход за катком на самом деле простой. Это его чистка своевременная. Ну и все, в принципе. Тут вот есть освещение. Можно кататься в вечернее время. Мы катаемся всей семьей. Дети очень любят здесь кататься. Они в догонялки играют, в хоккей играем, какие-то элементы отрабатываем с клюшкой, с шайбой. И я катаюсь, практически все, даже наш дедушка катается, очень любит с внуками погонять хоккей. Срок службы катка всю зиму вплоть до весны, но самая комфортная температура для катания на льду – минус 15, минус 20 градусов. Как раз сейчас самое время. Весной, когда температура ближе к плюсовым значениям, Иван счищает снег, частично убирает лед, чтобы талая вода быстрее впитывалась в почву и не образовывался потоп. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. К этому часу это все новости. Не забывайте носить маску в общественных местах. Мы следим за развитием событий.